Мир вам, милость Аллаха и Его благословения. Я Рукайя Фархат из Восточного Туркестана. С детства я росла в религиозной семье. До своего 16-летия я выучила весь Священный Коран наизусть. После того, как я выучила сама, я стала учить Коран ученикам, которые были моложе меня. Однажды ночью, когда я учила Корану других в городе Урумчи, меня и 15 моих учеников арестовали. Возраст учеников был от 9 до 14 лет. После ареста нас заперли в тюрьме, в камере под землей. Нам не давали ни есть, ни пить. Прошло 3 дня. И после этого начался допрос. Он сопровождался всевозможными пытками днем и ночью. Нам подолгу не давали есть и делали с нами прочие вещи. Во время пыток на учеников спускали полицейских собак. В тот раз погибли 3 мальчика и 2 девочки. Они умерли от страха и ужаса. После их смерти китайские изверги стали избивать их с ног до головы. Они обзывали их и плевали на них. Затем они положили их в черные мусорные мешки и унесли. Допросы продолжались. Нам не давали спать или отдохнуть. Нас уводили на допрос и допрашивали до полуночи. Конечно, это сопровождалось пытками. Во время пыток к нам подключали электричество, избивали палками и вырывали ногти. Также они пытали нас тем, что тушили о наши тела сигареты. Они вбивали нам в руки гвозди и применяли к нам самые разные виды пыток. По причине нашей приверженности своей вере, несмотря на все эти пытки, они еще и насиловали задержанных, как мальчиков, так и девочек. 5 или 6 наших мальчиков напали на китайцев, не выдержав такого унижения. Их убили на месте. Больше всего меня поразило то, как они издевались над телами моих убитых друзей. Они их обзывали и плевали на них даже после их смерти. На наших глазах их выбросили в черные мусорные мешки. Затем они пригрозили, что наш конец будет хуже, чем их конец, если мы не сломаемся и не подчинимся. В чем был наш грех? Наш грех заключался в том, что мы молились и читали Коран, и все, мы просто следовали по прямому пути. Больше всего я испугалась, когда они спустили на нас 3 полицейских собак. Собаки укусили нас несколько раз, как это делают обычно собаки. Затем они остановились. Это было милостью Аллаха к нам. Китайцы их начали бить. Также я была в ужасе от одного случая. Это была женщина. Ей было около 30 лет. Из-за того, что мы не ломались перед ними, несмотря на все пытки и унижения, причиняемые нам, они отвели меня в комнату, где была всего одна женщина. Они показали мне ее, и я просто не могу ее описать. Она была замучена до степени, что у нее уже не было половины груди. Когда я посмотрела на ее лицо, я увидела, что она красивая женщина, и она улыбалась. Они вновь пригрозили мне, сказав, что мой конец будет таким же, если я не сломаюсь. Мы же не сломаемся перед ними никогда. Они убили около 30 мужчин и женщин на наших глазах и положили их в черные мусорные мешки. Они продолжали нас мучить. Так как мы не ломались даже после пыток электричеством, они завели нас в водяную тюрьму. В ней я провела 6 месяцев. В этой камере я проводила около 5 часов ежедневно. Иногда я проводила там больше 6 часов. Несмотря на эти зверства, они не смогли меня сломать. Ни разу за все это время. Затем они присудили мне 9 лет тюрьмы. Но из-за сильной болезни, которая меня поразила по причине пыток, и потому что поняли, что не смогут получить от меня то, что нужно, и потому что я рано или поздно просто умру, они продали меня моей тете за $10 000. Это после 4 лет тюрьмы. За это время они убили моего